أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Канзуль Гирфан, Мухаммад Асхат Аль-Ирбили, знаменитейший ученый, и хадисы из сборника «1001 хадис», которые указывают нам, как исправить свой характер, как исправить свои деяния. Глава «Баб ма джаа фил амри бил магруфи ва далил галал хайри ван насиха», то есть глава о призыве к добру, указание на более хорошее и увещевание друг друга для того, чтобы встать на путь Аллаха. И первый хадис, Мухаммад саллаллаху говорит: «Аль-амир биль магруфи кафа'илихи», то есть тот человек, который призывает к добру, он подобен тому, кто совершил это добро. Тот человек, который побуждает, призывает к совершению добрых деяний, он подобен тому человеку, который сам совершает. Но, есть одно но. Человек для того, чтобы призывать к совершению добрых деяний, он должен знать этот путь очень хорошо. И он должен практиковать этот путь. Как же мы можем призывать к добру, если у нас в душах, если у нас внутри, в сердцах черное пятно зла? Конечно же, не можем. Для этого нужно познание, для этого нужно знание, илм, и в то же время для этого нужно самому пережить. Мухаммад саллаллаху говорит еще: «Далилуль хайри кафагилихи, ва фир риваяти аддалу галал хайри кафагилихи». То есть указание на совершение благородных дел – это равноценно тому, в понятии аджру сабаба, в понятии вознаграждения они равноценны. Это не говорит о том, что человек уже получил то, что можно ему призывать к добру, и можно самому не делать никаких действий. Конечно же нет. Да сохранит нас Аллах от такого деяния, чтобы призывать людей, а самим не совершать эти добрые деяния. То есть, если Аллах субхану ва тааля говорит нам: «Амиру биль магруф, ва нахи аниль мункар», то есть в аятах Корана Аллах субхану ва тааля сам говорит: удерживайте друг друга от злых деяний и побуждайте друг друга к совершению добрых деяний, то мы должны понять, какая же ценность в этом, в этих словах, в этих хадисах и в этих делах, и в том, что мы призываем. Какая же ценность? И это равноценно по вознаграждению с тем, что человек совершает добрые деяния, но ни в коем случае не говорит о том, повторяемся, что это не говорит о том, что человек призвал к добру, а сам не совершает этих добрых деяний. «Инна хабба рибадиллахи илайхи ансахухум ли рибади». Аллах субхану ва тааля любит своих тех рабов, которые увещевает рабов Аллаха к совершению благих деяний. Ан-насиха, ад-дину насиха, говорит Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям. Религия – это искренность. И в то же время увещание, побуждение к добру, к совершению добрых деяний, удержание от зла, потому что добрые деяния, это та основа, из-за которых мы, иншаллах, получим вознаграждение Аллаха в виде Его милосердия, все милосердия. Милосердным Аллах субхану ва тааля является к тем своим рабам, те, которые совершали благие деяния в этом мире, и милосердие – это только для тех, которые действительно не ослушались его, и действительно, которые шли прямым путем. «Хаббибуллаха аля рибадихи юхиббукумуллах». Постарайтесь внести
своими словами объяснить, как должно любить Аллаха, как раб Аллаха должен полюбить Аллаха и полюбит вас Аллах. То есть посейте зерно любви по отношению к Аллаху в сердцах других своих сотоварищей, друзей, любовь к Аллаху. И Аллах полюбит этого человека. Как же мы можем посеять зерно любви в душах, в сердцах людей? Да, конечно же, мы стараемся побуждать к добру, побуждать к тем деяниям, которые обозначены в Коране. То есть Аллах Субхану ва Тааля создал нас, людей, в этом мире для того, чтобы мы совершали те благие поступки и добрые деяния, о которых указывает Аллах Субхану ва Тааля в своем Коране. И Он показал это через практическую жизнь пророка Мухаммада ﷺ в отношении с самим собой, со своим нафсом. Ты должен предлагать своему нафсу благое по отношению к приказам и повелениям Аллаха. В отношении между тобой и твоей семьей тоже Аллах Субхану ва Тааля просит, как мы должны жить вместе со своей семьей и как мы должны их побуждать к совершению благих деяний, где также говорится, что «ку анфусакум ва ахликум нара». Позаботьтесь о себе и о своей семье, чтобы уберечь от зла огня гиены, говорит Аллах Субхану ва Тааля. В то же время по отношению с обществом мы тоже должны совершать благие дела, так как Мухаммад ﷺ в одном из своих хадисов говорит, что тот, который получил довольство своих близких, то есть друзей, и тот, который получил, тот, которым довольны люди, значит доволен Аллах. Довольны люди в каком отношении? А в том, что этот человек и внутренне, и внешне он полностью поклоняется Аллаху и старается жить по Его повелениям согласно, сообразно жизни пророка Мухаммада ﷺ, его праведных сподвижников и тех последующих поколений вплоть до нашего дня, те, которых мы называем аулия-Аллах, ахлюллах, то есть друзья Аллаха, и те, которые постоянно в сердцах своих хранят любовь по отношению к Аллаху, и которые стараются совершать благие дела и побуждают к совершению благих дел. То есть побуждение, призыв к совершению благих дел своего близкого человека или тех, которых ты сможешь призвать, это равноценно по вознаграждению, как будто ты совершил это благое деяние. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.